пророк Мухаммад, мир ему благословение, говорит: тот человек, тот мусульманин, который выучит эти слова «Ля иляха илля анта субханака инни кунту миназ залимин», и после этого дуа будет делать дуа, то Всевышний Аллах обязательно ему ответит. То есть эта дуа, его просьба, мольба будет принята. И, конечно же, из истории мы видим то, что когда произошла эта ситуация между Адамом, алейхиссалям, и его супругой Хауа, радiyallahu анха, когда Иблис, будучи в облике друзей друга, представив, клянясь Всевышним Аллахом, представлялся наилучшим другом, и что он хочет только добра для людей, для будущего поколения, то есть Адама, алейхиссалям, и Хауи, чтобы они вкусили запретный плод, который Всевышний Аллах запретил. И в этот момент, когда по велению Всевышнего Аллаха Адам, алейхиссалям, и его супруга Хава, радiyallahu анху, и Иблис были спущены на землю для того, чтобы в этом мире видеть испытания, чтобы проживать эту жизнь, и уже в конечном итоге, когда мы будем уходить с этого мира, отчитываться перед своим Создателем за свое содеянное, было две пути решения. Первый путь – это путь Адама, алейхиссалям, который покаялся, сделал тауба, который попросил прощения у Всевышнего Аллаха словами «Раббана залямна анфусана ва иллям тагфир лана ва тархамна ланакунанна миналь хасирин». То есть сделал покаяние, тауба, попросил у Всевышнего Аллаха прощения, а Иблис остался стоять на своем высокомерии. То есть он не сделал этого, он не попросил прощения. И в книге Танбихуль Афилин описывается очень интересная история, когда однажды произошел разговор, если не ошибаюсь, между Нухом, алейхиссалям, или между между Нухом, алейхиссалям, и Иблисом. И на тот момент уже Адам, алейхиссалям, был похоронен в землю, он ушел с этого мира. Иблис сказал пророку Нуху: «О Нух, сделай дуа, помолись Всевышнему Аллаху и спроси, есть ли у меня возможность покаяться, то есть есть ли у меня путь покаяния, может ли меня Всевышний Аллах простить». И тогда, сделав это дуа, Всевышний Аллах отвечает Нуху, алейхиссалям, говорит: да, у него есть эта возможность, если он сделает саджда, если сделает земной поклон могиле Адама, алейхиссалям. То есть он же был изгнан из рая из-за того, что не сделал саджда, земной поклон по приказу Всевышнего Аллаху Адаму, алейхиссалям. Когда Всевышний Аллах сказал: «Усджуду ли Адама», сделайте земной поклон Адаму, алейхиссалям, все ангелы пали ниц, только Иблис, тогда он назывался Азазель, остался в стоячем положении. И когда Всевышний Аллах у него спросил: почему ты не сделал земной поклон, ведь я приказал тебе, это был мой приказ, он сказал: зачем я должен поклоняться или зачем я должен делать саджда? Зачем я должен кланяться и должен делать саджда перед тем, которого ты сотворил из глины, а меня сотворил из огня, а огонь выше глины. То есть зачем я должен поклоняться? В этом, при своем умозаключении, он сделал ошибку. То есть не увидел приказ Всевышнего. То, что нужно было просто сделать саджда, просто земной поклон. Из-за этого был изгнан из рая. Не просто изгнан, а изгнан побиваемым камнями. И мы говорим: аузу билляхи минаш шайтанир раджим. То есть просим у Аллаха защиты от шайтана, сатаны, который был изгнан камнями. И тогда, когда Иблис услышал то, что нужно сделать саджда, земной поклон могиле, напротив могилы Адама, алейхиссалям, он сказал: я не сделал живому Адаму земной поклон и не сделаю тем более земной поклон мертвому, то есть похороненному человеку, и удалился. И вот знаете, есть среди людей такая категория, которая понимает увещевание
до которых доходит до сердец понятие раба. То, что человек, оказывается, он не всесильный. У него есть и сложные моменты в жизни, и проблемы со здоровьем, и проблемы с финансами, и проблемы в личной жизни, и проблемы с детьми, и проблемы с родителями. И бывает так, что человек вообще окружен одними несчастьями и не знает, как их решить. Но когда верующий мусульманин полагается на Всевышнего Аллаха и просит найти пути решения, Всевышний Аллах дает. И мусульманин чувствует внутреннюю удовлетворенность от того, что у него есть его Творец, его Создатель, к которому можно обратиться, у которого можно попросить, который прощает и прощает абсолютно все грехи, кроме многобожия. И, конечно же, это дает толчок, чтобы человек в этом мире жил, наслаждался жизнью, имел возможность жить счастливым в этом мире и еще удостоиться вечного счастья, счастья в вечном мире. И из этих историй мы понимаем то, что есть еще другая категория людей, как бы им ты не рассказывал, не объяснял, не цитировал аяты Корана, не приводил пример пророков или хадисы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, или из историй его сподвижников, люди высокомерно остаются в своем положении, говоря: а зачем мне это делать? Ведь я сам себя могу и выходить, и заработать. Ведь я это тот, кто может позволить себе все и наслаждаться жизнью без ограничений, не понимая, что такое халяль, что такое харам, и то, что будет еще отчет после смерти перед Создателем. И человек забывает, вне зависимости от твоего положения среди людей, от твоего вероисповедания, от твоей национальной принадлежности, ты все равно будешь отвечать. Потому что Всевышний Аллах сотворил тебя человеком и будет спрашивать за эту возможность, то, что ты жил, будучи человеком. Ведь Всевышний отличил нас, людей, от других созданий при помощи разума. То, что мы разумные существа. Мы можем размышлять, мы можем думать, мы можем выбирать. Различать хорошее от плохого. Вот именно из-за этого разума мы будем отвечать перед своим Создателем. И месяц Рамадан – это, конечно же, тот месяц, который дает нам напоминание со всех сторон. Со стороны и человечности, и богобоязненности. Ведь когда мусульманин держит пост, воздерживается от еды, от питья, и когда он в состоянии голода понимает, что он немощен, он слаб, у него есть потребность в воде, потребность в питье, в еде, и вот в этот момент он начинает понимать состояние обездоленных, бедняков, состояние тех людей, которые не могут себе позволить элементарный ужин, элементарный обед или просто сесть покушать. И поэтому в этот месяц мусульманин становится еще добрее, еще честнее, еще праведнее, еще щедрее. Ведь в этом месяце душа каждого человека начинает чувствовать, для чего вообще был сотворен человек. А мы все знаем, что человек был сотворен для поклонения. Только для поклонения Всевышний Аллах сотворил людей. И проявив свои имена, именно через людей показывает, каким образом Всевышний Аллах и милосерден, и каким образом Он дает пропитание, и каким образом Он помогает жить. И та вера, которая у нас в душе, она помогает нам перебороть наши страхи, наши трудности, наши невзгоды, наши какие-то чаяния или какую-то депрессию. Ведь, будучи в состоянии депрессии, человек не может найти ответа, для чего, почему. Но в Коране Всевышний Аллах что говорит?
только поминанием Аллаха, поминанием Всевышнего успокаиваются сердца. То есть снова мы возвращаемся к тому, что человек, будучи в состоянии набожности, в поклонении, оказывается, может удовлетворить свою душу, потребность спокойствия своей души, своего сердца. И поэтому, хвала Всевышнему Аллаху, я вот, видя, как собираются, можно сказать, в этой квартире, в этом здании молодые люди из года в год все больше и больше, и качественнее, и лучше относятся к месяцу Рамадан, все больше и больше проводится ифтаров, все качественнее выполняется поклонение, и это на самом деле радует, то, что будущее, иншаллах, оно не потеряно, то, что очень много молодых людей становятся на путь исправления, то, что друг другу они подсказывают, зовут на такие мероприятия, вместе сплоченно дают возможность понять для других, что такое ифтар, что такое вечерняя трапеза. И кто-то, понимая, что в этом есть вознаграждение, становится учителем для другого и показывает этот путь. На самом деле это очень сильно радует. Ведь, как говорится в Коране, Всевышний Аллах что говорит? Бисмиллахир рахманир рахим, валь аср, иннал инсана лафи хуср, илля алладина аману ва амилу ссалихати, ва тавасау биль хакки, ва тавасау бис сабр. И клянясь временем, Всевышний Аллах говорит то, что все люди находятся в беспечности, абсолютно все. И вот, когда мы читали Магриб намаз, Акшам намаз, после того, как прозвучал азан, мы вот с Рустамом там стоим, смотрим, наблюдали закат после намаза. И знаете, пришла такая мысль, здесь вот мы сколько, 50, может 70 человек здесь сидим, да? А вокруг нас же сейчас миллионами людей, кто за рулем, кто в магазине, кто в домах. И у каждого своя жизнь, у каждого свои потребности. То есть, альхамдулилля, вот в этом месте мы сейчас ифтаримся, мы сейчас вспоминаем Всевышнего Аллаха, рассказываем различные проповеди, но вокруг нас сейчас окружает столько людей, которые живут в беспечности, которые не понимают, что такое ислам, что такое свобода, что такое религия, что такое поклонение, что такое радость ощущать от вкуса воды, когда ты на протяжении дня продержал пост ради Всевышнего Аллаха, не просто так, чтобы похудеть, не из-за того, что тебе стыдно там перед кем-то, перед своими сверстниками, а именно понимая то, что это ради довольства Аллаха, потому что Всевышний Аллах приказал тебе через Коран, через своего пророка Мухаммада, мир ему благословение. И когда сказал: «Кутиба алейкумус сияму, кама кутиба аля алладина мин кабликум лааллакум таттакун». Вам предписан продержать столько дней поста в месяц Рамадан. Вам предписан держать пост так же, как предписано держать до вас, другим народам. Может, вы будете богобоязненными. И человек, услышав в этом приказ Всевышнего Аллаха, он подчинился. То есть снова возвращаемся к Иблису, который, услышав приказ Всевышнего Аллаха, он остался на своем. Он упорно остался на своем, высокомерно сказал нет. Но, альхамдулилля, мы услышали и мы подчинились. Вот если поразмыслить над этим, какое это счастье, возможно, мы даже не задумываемся, возможно, для нас это обыденное уже, кто-то привык из года в год держать пост, но на самом деле это колоссальное вознаграждение. Ведь в судный день Всевышний Аллах откроет двери рая под названиями Райян, и туда смогут зайти только те, которые постились. И их соберут в одно место и скажут: есть ли здесь те, которые постились в месяц Рамадан? И люди скажут: да, мы постились в месяц Рамадан. И скажут: поднимитесь и зайдите в рай вот через эти врата, именуемые Райян. И тогда, когда, говорит, зайдет последний человек, последний верующий мусульманин, двери эти двери закроются, и туда больше никто не сможет зайти через эти двери, кроме постящихся. То есть эти двери откроются только для тех, которые постились в месяц Рамадан. И поэтому вот этот трепет, вот это душевное состояние, которое мы можем найти в этот месяц, конечно, хотелось бы, чтобы это было в течение всего года.
Ведь пророк Мухаммад, мир ему благословение, говорит: если бы люди из моей уммы понимали, какое вознаграждение их ждет за пост, продержанный в пост месяца Рамадан, за один день, они бы хотели, чтобы этот пост продолжался в течение года. То есть в течение всего года, чтобы этот месяц Рамадан вообще не заканчивался, если бы они увидели, что их ждет за продержанный пост. И ученые что говорят? Если человек случайно или по болезни, или из-за каких-то невзгод, там, или он путешествовал, или не смог продержать пост месяца Рамадан не специально, но по какой-то причине оставил месяц Рамадан один день поста, и вот если он захочет восполнить этот день поста и среди остальных 11 месяцев будет держать каждый день, все остальные 335 дней в году, все равно не сможет взять столько вознаграждения, сколько он взял бы за один день поста в месяц Рамадан. То есть вот настолько велик пост месяца Рамадан. И поэтому, хвала Всевышнему Аллаху, то, что на сегодняшний день у нас есть такие сообщества, у нас есть такие общины, да, где есть возможность, где вот Рустам Фаизович предоставляет уже из года в год, казалось бы, место, куда собираются молодые люди для того, чтобы просто посидеть вместе, пообщаться, попить чаю. Но несмотря на это, то, что у нас традиционно было, это уже со времен Булгарии, когда у нас в Булгарах наши предки приняли ислам, уже с тех времен традиционно заложилось то, что татары это мусульмане. Но хочу вам сказать, не все татары мусульмане, и не все мусульмане татары. То есть есть национальность, а есть религия. Но те, кто в особенности рос при воспитании бабушек, дедушек, в них закладывалось с детства вот это трепетное отношение и уважение к исламу. И поэтому многие люди думают, если ты татарин, значит ты мусульманин. Но для того, чтобы быть мусульманином, мы знаем, во-первых, нужно сказать свидетельство единобожия, шахадат, ашхаду ан ла иляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулю. И вот я это показывал, еще раз не поленюсь показать, пару лет тому назад. Вот это если наша вера, когда человек будет уходить с этого мира, перед тем, как на последнем выдохе ему нужно будет сказать «Ля иляха илляллах, Мухаммаду Расулуллах», ведь пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот человек, который на последнем выдохе сможет сказать «Ля иляха илляллах, Мухаммаду Расулуллах», попадет в рай. Дальше уже как он будет попадать, либо прямиком, либо через адские мучения из-за своих грехов, это уже будет решать Всевышний Аллах в судный день. Но в конечном итоге он все равно попадет в рай, сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому мы стараемся, мы поклоняемся, живем в поклонении, в бдении, чтобы не через ад, а напрямую при помощи милости Всевышнего Аллаха зайти в рай. Вот человек уверовал, стал мусульманином. Он сказал шахаду. Смотрите, на только словесном языке просто сказать ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах и всю жизнь жить таким образом очень тяжело. То есть в конечном итоге, когда ты будешь уходить с этого мира, сказать ля иляха илляллах возможно, но удержать его очень сложно будет. Когда человек стал на пятикратный намаз, на пятикратную молитву, вот с этих сторон у него уже открылось многое понимание. Ему уже некоторые вещи не нужно рассказывать, он и сам понимает. И вот когда в месяц Рамадан, третий столб ислама, шахадат, пятикратная молитва, месяц поста, месяц Рамадан, и смотрите, 3 столпа, и даже тарелка легко удерживается. Также и мусульманин, и мусульманка смогут с легкостью удержать свою веру, когда будут отдавать душу Всевышнему Аллаху. Если Всевышний Аллах дал мусульманину больше его потребностей, сделал его богатым, раз в году закат, 4-й столб ислама.
закат, у него стало еще лучше и качественнее поклонение. Ведь это тоже закат, как и намаз, как и пост. Это наше поклонение. Ведь это не просто так, ты пришел в мечеть и положил закат цендир. То есть это не просто так. Закат это поклонение. Человек должен высчитывать и 2,5% от того, если у него больше положенного, и Всевышний Аллах дал ему богатство, отдавать малоимущим. И вот смотрите, и палец, мизинчик маленький, раз в жизни для него фарз является хадж, паломничество в святые места, в месяц Дзуль-Хиджа. Вот 5 столпов ислама. Ничего сложного как бы и нет. Но с другой стороны, это тоже очень сложно. И вот поэтому вот эта борьба с нашим нафсом, борьба с нашим эго, которое все время внутри нас, это у каждого будет. Потому что кальб на арабском языке означает от слова калябе колебаться, колеблется. То есть у него будет и духовный рост, и то же самое у него будет духовный спад. Все время одинаково ни у кого не получается. Когда человек что-то услышал, прочитал, он зарядился этой информацией, он хочет много поклоняться, он хочет делать больше. Но бывает так, что у него внутри пустота, он не хочет ничего делать. И даже более того, ему начинают нравиться грехи. И вот поэтому, когда человек начинает больше усердно просить у Всевышнего Аллаха таубе, помощи, молиться, и Всевышний Аллах помогает ему раскрыться в этом направлении и помогает в этом мире прожить достойную, яркую жизнь. Ведь для мусульманина нет выше состояния, чем на последнем выдохе сказать «Ля иляха илля-Аллах». И вот знаете, такие есть моменты, когда думаешь над этим. Родной дядя пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, Абу Талиб, который его воспитывал, который его защищал, оберегал, которые даже не садились кушать, пока пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, не садился кушать. Такое было уважение в этой семье к пророку Мухаммаду, будучи еще, когда он не был пророком, просто к своему племяннику. И когда его дядя уходил с этого мира, он не смог сказать эти слова. «Ля иляха илля-Аллах». То есть дядя пророка, родной дядя пророка, не смог уйти с этого мира верующим. А какой почет, какую награду, какую возможность и какое состояние дал нам Всевышний Аллах, что мы просто здесь сидим, слушаем и можем спокойно говорить и радоваться этим словам, сказать «Ля иляха илля-Аллах, Мухаммаду Расулуллах». А Абу Талиб, он лежал, пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, говорил ему: скажи, о дяде, просто скажи эти слова, чтобы я мог сделать шафаат за тебя в судный день. Но он не сказал этих слов. И видите, насколько Всевышний Аллах даровал это богатство быть мусульманином. Ведь, как я говорил, мы здесь сидим, говорим об Аллахе, о вечном мире, а вокруг нас очень много людей, которые живут в беспечности. И об этом Всевышний Аллах что говорит? «Илля аллазина аману», кроме тех, которые уверовали, но просто уверовать недостаточно. То есть вот просто ты уверовал, этого недостаточно. «Ва амилю салихати», которые делали поклонение, делали хорошие деяния, то есть жили в поклонении. И потом «Ватавасау биль хакки, ватавасау бис сабр», которые увещевали друг для друга, наставляли, объясняли, рассказывали об истине и о терпении. То есть вот смотрите, в этой короткой суре Аср Всевышний Аллах раскрывает состояние каждого человека. То есть каким человеком нужно быть, жить, чтобы с этого мира уйти при помощи веры мусульманина. Рахмат Бекзор Тырнагадыз үшін большое спасибо. Сейчас, иншаллах, сделаем дуа.